Ну чё, поехали. Привет, друзья! Я сегодня снова на улице, опять или снова. И у меня задача сегодня на улице где-то градусов 8 мороза. Вроде бы тепло, да? Но ветер пронизывает насквозь. Оделся, вот все равно тепло очень. И носки с подогревом одел опять. У меня задача съездить до окраины села там, на трассу, чтобы вот редуктор, который мы затянули, надо посмотреть в действии. Пока он дома стоял, вроде бы не течет, но все равно как бы какая-то жирность появляется между прокладкой и корпусом. Вот я хочу посмотреть, как он в деле будет. Ну, например, съезжу туда-сюда, ну, километров 5 то будет, все равно, и посмотрю, будет там капать масло или не будет. Это у меня сегодня первоначальная задача, а потом там по двору посмотрю еще, что там можно. По пути остановлюсь, как обычный дядя Миша, и поговорим с ним. Все, я поехал, ребят. Ну все, поехали. О, дядя Миша как раз на улице. Холодно. Ты что, знак убрал, что ли? Он знак, ребята, убрал. Убрал. 1,5 тонны на ось. Значит, сегодня поедем дальше. Привет, дядя Миша. Ой, холодно. Ваню топишь? Дядя Миша топит баню. Пока съездим, как раз еду, ребята, против ветра. Все, ребята, мы уже обратно возвращаемся, уже пустую там. Пустую поездку не стал снимать. Сейчас уже еду против ветра. Ой, по ветру, то есть. По ветру, то есть. Туда ехал против ветра, и очень холодно было. А сейчас вроде нормально. Еду вот по вот этой дороге. Это дорога в город ведет. Съездил. Ну, должно уже там, если масло капает, должно там проявиться уже. Я думаю, за эти километры уже как бы должно просочиться. Вот такие консервы. Вот такие консервы. Это совхоз. У совхоза лежат такие. Вот. А что там, дорогу потом уже не стал снимать. Сейчас на обратном пути еще заеду. Ну, сверну к дяде Мише, остановлюсь там. Заехать невозможно, конечно, к нему домой. Трясет немножко, не знаю там, как будет-то показывать. Вот такой знак. Сейчас покажу поближе. Вот такой знак. На каком-то видео показывал уже. Одуб. Это по коми. Нившера по-русски. Село называется Одуб по коми.
Нившира по-русски. Видя Корам, добро пожаловать, если переводить. Вот такой сделан активистами села. Вот такой знак. А я дальше поехал уже. Ну, сейчас уже тут близко мне. Все, поехали. Поехали. И под этим видео, ребята, я оставлю ссылку. Может кто посмотрит. Может кто-то посмотрел уже из моих подписчиков. А может кто еще нет. Ссылку моего села. Вид. Ну, сверху. И посмотрим, ребята, дорогу на озеро съездим. Расчистили там. Обычно не чистят. Нам домой нужно прямо было, я сейчас вернем сюда, посмотрим здесь дорогу. Эй, дружок! Здесь центральную дорогу чистят, хорошо. А вот там, когда сворачиваешь потом к озеру, там обычно бардак происходит. Посмотрим. Шумы и дров. Да? Это добрый пес. Не любят это. Коляску. Нормальная дорога, ребята, знаешь. Вот это да. Я думал, что так. Тут все расчищено. Можно на лед уйти. Просто надо предварительно для коляски расчистить этот снег. Вот я доехал, ребята, до своего мостика. Мостик в снегу. Да, невозможно заехать. Вот такой брусвер здесь. И вот такое озеро снегом заваленное. Вот смотри, у нас какое озеро, Леха. Породькин, Леха. Привет передаю. От своего канала. Ты катался тут, я на последнем видео катался на льду. Чистый лед. Вообще да ни одной снежинка. У нас вон так не накатаешься. Вот такое озеро. Снежное и зимнее озеро. И традиционно показываю березу. Вон береза, зимняя. Зимнее состояние березы. Вот так. Рыбаков нету на озере. А я, ребята, обратно поеду. Ладно, разворачиваемся. Замерз. Сейчас буду заезжать уже домой. Все. Съездил до мостика, застрял там, пришлось там звонить там. Ну там недалеко живет дядя Ваня, помог мне вытолкнуть. Вот дифференциал, блин. Один стоит, одно колесо стоит, другой буксует. И все. И ничего невозможно сделать. Это большой минус для
Майри Optimus 2. Все, и, ребята, я заезжаю домой уже. Там будем обедать, еще что-то. Так, прервусь немножко от своих домашних дел, так сказать. Хочу сказать, что вот сегодня уже следующий день, как я вчера испытывал вот эту коляску, то есть редуктор. Ну, покажи коляску. Вот этот редуктор. Будет капать или нет, там не будет капать, который затянули редуктор. Простояла за ночь. Ничего, вроде все нормально, никаких там свежих капель масла нету. Значит, если будет протекать, прямо капать так, будем разбирать. А сейчас пока смысла нету разбирать, нормально все. Вчера довольно таки много поездил. Ветрище, правда, было и очень замерз. Даже буксовал очень, там около озера забуксовал я, да, вчера. И довольно-таки нормально пробуксовал, и нет утечи. Значит, все нормально. Единственное, хочу попросить знатоков Optimus 2 с двигателем 950 Вт. Там редуктор какой-то особенный, давайте. Не как как у этих колясок, вот как у этих там раз и второй мотор там, а это тут один мотор. И не говорите мне, что там густая смазка, литол там или жидкий литол, какую-то ерунду говорят. Нет там никакого литола, там масло трансмиссионное. И вот мне вопрос у меня к знатокам. Кто, может, разбирал? Если нет там контрольной пробки, просто я не нашел ее, нету пробки там уровня. И где вот, например, если дополнить, вот у меня, например, немножко, капало же, значит, немножко уровень чуть-чуть стал ниже. И как туда добавить? Нету там ничего, может кто-то подскажет как. Может просверлить там вообще надо снова. Как бы не хочется это колхозить туда. Это очень дорогая коляска. Вот. Короче, вот такая просьба моим подписчикам, которые вот этим занимаются, может кто-то смотрят же меня, у которых есть тоже такие коляски. Вот это самая большая просьба. Все. Заканчиваю я это видео. Всем спасибо. Прогулка, конечно, там ветер был очень сильный и не очень-то удалась, там звук вообще хреновый, и снимал на экшн-камеру там вообще. Как получилось, так получилось. Все. А я заниматься своими дальше домашними делами. У меня сегодня пропылесосить комнаты. Жена будет баню топить, а у меня уборка пылесос. Пол, еще что-то. Что могу?